День медицинского работника отмечают и врачи, и фельдшера, и медицинские сестры, и младший персонал. Ведь чуткое отношение к человеку не заменит никакой современный прибор. Татьяна Киселева – медсестра санатория-профилактория «Горняк», опытный специалист, работает в физиоотделении. С детства мечтала стать врачом. Спустя годы поступила в медучилище. Свой профессиональный путь начала в 1981 году медсестрой районной больницы в Чите. В 2000-м Киселева переезжает в Мирный. Татьяна Алексеевна устраивается в физиокабинет районной больницы. Вскоре ее приглашают на работу в Горняк. Со стороны, когда работала в детском отделении, как-то со стороны все равно наблюдала за другими медсестрами физиотерапии. Мне было интересно вот именно работать с аппаратурой. И поэтому как бы была мечта как бы пройти специализацию, и я это сделала. В данное время вот мы вот открыли, буквально 2 заезда назад открыли лазеротерапию и озонотерапию. Это как бы новое в нашем. Так-то оно не новая физиотерапия, применяет давно, но мы вот в нашем СП «Горняк» как бы мы открыли. Татьяна Алексеевна всегда выглядит подтянутой, аккуратной. Она очень любит ухаживать за комнатными растениями, любит их выращивать. По отношению к работе Татьяна Алексеевна дисциплинированный, вдумчивый, грамотный специалист с достаточными теоретическими знаниями и практическими умениями. Диапазон у нее очень широкий. Она владеет всеми физиотерапевтическими процедурами, которые проводятся в санатории-профилактории «Горняк». Следующую нашу героиню знают многие мирнинцы. Рушания Каримова, медицинская сестра здравпункта «Рудника Интернациональный». Ее трудовой стаж насчитывает уже более 32 лет, из них 15 в отделении анестезиологии и реанимации в районной больнице. По ее словам, профессия медицинской сестры одна из самых благородных, поскольку способность понять боль и переживания пациента смогут не все. Однако чуткая Рушания Робертовна ко всем найдет свой подход. С ее легкой руки шахтеры быстро идут на поправку. То вот сюда положи. Вот сюда. Ту руку. Да. Прямо руку. Настолько она высококвалифицированный специалист, что в любую трудную минуту может оказать не только экстренную медицинскую помощь, но и может уделить время каждому работнику, каждому пациенту. И за это она и в 2009 году была награждена почетной грамотой Мирнинского ГОКа, а в 2015 году она получила звание «Отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия». Валентина Александровна Чебанова работает на руднике «Интернациональный» с его основания. В 1994-м переехала с семьей в Мирный, где начала свою трудовую деятельность медсестрой в районной больнице. Спустя 5 лет перешла в Мирнинский ГОК. Работа с шахтерами нелегкая, но наша героиня трудностей не боится. К своим непростым задачам в мужском коллективе у нее свой чисто женский подход. Внимание, ласка, понимание. Здесь, во-первых, отвечаем за жизнь и здоровье. Мы здесь 1 на 1, допустим, с пострадавшим, с больным. Мы вовремя должны оказать помощь, сообразить, что сделать. С детских лет мечтала быть доктором, помогать людям. После школы поступила в медучилище. Первые годы учебы дались нелегко, вспоминает Валентина Александровна. Мне сначала понравилось, но когда учеба была, там были, вот, допустим, изучали анатомию, ходили в морг, я хотела отказаться от этого, это просто было. А потом ничего, понравилось, втянулась и выбрала изначально хирургическое отделение. Это же довольно серьезное отделение, там, где крови много. Ее рабочий день начинается с предсменных медосмотров. Измерить пульс, давление, а если надо и температуру. Все это Валентина Александровна делает играючи, с улыбкой, настраивая рабочих на позитив. Шахтеры народ серьезный, неразговорчивый, говорит она. На здоровье жаловаться не любят, хотя болеют много и часто. И с простудными, и диспансерные наблюдения, все идут к нам в этом плане, которые группа риска, есть люди, шахтеры, которые стоят. Их оздоравливаем, допустим, 2 раза в год надо. По словам нашей героини, ее рабочий день пролетает как одно мгновение. Предсменный и послесменный медосмотр, прием больных, уколы, капельницы, физиопроцедуры, хрупким женским плечам посильны любые задачи. А если есть любовь и призвание к своей работе, то это просто. Это самая благородная профессия, мне кажется, помочь людям.
отозваться на их боль. Здесь надо сопереживать, во-первых, больному. И благодарность то, что легче стало пациенту. Рабочий день молодого врача-уролога Марии Андреевой расписан по минутам. Утренний обход, назначение процедур, прием пациентов в поликлинике. Она приехала в столицу Алмазного края в надежде, что Мирный станет для нее не просто отправной точкой в карьере, а будет началом новой жизни. Вообще, мечта стать урологом, она, наверное, была еще со студенческой скамьи. У меня тетя врач-невролог, и у нее имеется урологическое заболевание, и когда я обучалась в институте, я постоянно делала упор именно на этот предмет. Ну и, соответственно, по окончанию академии я уже твердо знала, кем я буду, куда я пойду. Сама практика, которая была во время студенческих лет, то есть у нас же на 3-м, на 4-м, на 5-м курсе мы проходим практические занятия на базе тех или иных больниц, и вот одной из причин, наверное, послужило прохождение практики в отделении урологии. Еще девчонка лечила кукол и мечтала, как другие, стать врачом. Спустя годы поступила в Читинскую медицинскую академию. Профессиональный путь начала в 2010-м врачом-урологом в Республиканской клинике Бурятии. Весной 2016-го вместе с семьей Мария Владимировна переехала в Мирный. Сюда, в Мирный, я приехала в марте этого года, приехала по приглашению. Меня очень заинтересовало данное предложение, поскольку врачам здесь, в принципе, даны все условия для работы, особенно для молодой семьи, предоставляется жилье, садик. Это, конечно, немаловажно. Чуткая, грамотная, способная в любую минуту прийти на помощь нуждающемуся. Так о Марии Владимировне отзываются пациенты. Сама доктор говорит, работать сложно, но очень интересно. Ведь в медицину она пришла, чтобы помогать людям. Это действительно хороший специалист, который в трудную для меня минуту отнесся действительно ко мне профессионально, смог диагностировать мое состояние и оказать своевременную помощь. То есть я вообще очень рад, что попал к такому специалисту. Профессиональный подход определяет несколько таких направлений в деятельности специалиста. Во-первых, это анализ, прежде всего. Во-вторых, это внимательное отношение, профессиональное отношение к пациенту. Можно остановиться хотя бы вот на этих двух качествах. Пока молодого доктора не пугают бытовые проблемы, нескончаемый поток пациентов и загруженный график работы. Она молода, полна сил и желания изменить жизнь районной больницы в лучшую сторону. И, наконец, врач высшей категории Софья Валерьевна Безногова, один из лучших докторов медицинского центра «Алроса». На ее участке непростые пациенты, шахтеры, а потому приходится совмещать не только специальность терапевта, но и профпатолога. За смену принимает более 25 пациентов, в основном с хроническими заболеваниями. Я всегда знала, что я буду доктором. Сколько себя помню, столько и другой профессии у меня не было выбора. Я конкретно знала, что я буду доктором. Не знала, каким, но то, что буду доктором, это 100%. Поэтому выбора особо не было. А почему именно эта профессия? Она предполагает ответственность, предполагает видеть свой результат своего труда. Это приносит удовлетворение от своей работы не только тебе, но и пациентам. Все мои героини – профессионалы с большой буквы. Про таких говорят, у них золотые руки и сердце. А мне хочется добавить счастья вам и долгих лет жизни, дорогие наши доктора.